На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. 15 марта исполнится 32 года с начала мартовской наступательной операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки при поддержке с воздуха и с моря, прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 числа абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Мартовское наступление за освобождение Сухума было одним из самых тяжелых за время войны. В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести. 15-16 марта в столице состоятся мероприятия, посвященные памяти погибших в мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии. Так, 15 марта в столичном парке Славы пройдет церемония возложения цветов к мемориалу погибшим, а 16-го на площади Сергея Багапш выставка, посвященная мартовскому наступлению, и раздача книг Автандила Гардские «Мы за Гумистой». Вечером того же дня траурная акция, приуроченная к очередной годовщине мартовской наступательной операции. С 19 часов у Гумистинского моста акция памяти «Зажжение свечей в память о погибших в мартовском наступлении». Мемориальные доски бойцам абхазской армии Эдуарду Касландзе, Руслану Лагула и Борису Инапшба, погибшим во время мартовской наступательной операции по освобождению Сухума, открыли около Верхнего моста через реку Гумста. Они были участниками 2-го штурмового батальона «Ветерок», которым командовал Тариэл Тапагуа. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственные целевые программы по поддержке малого и среднего бизнеса, развитию сельского хозяйства, медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2025 год и ряд других. Подробности в репортаже Рады Чачава. В повестке заседания Кабинета министров Абхазии множество вопросов, большая часть которых – утверждение перечня сотрудников аппаратных управлений. В дополнительную повестку было включено 5 вопросов, в том числе исполнение республиканского бюджета за 2024 год. Исполняющий обязанности министра финансов Саид Губас, представляя отчет, рассказал, что бюджет республики по доходам составил 15,7 миллиардов рублей, по расходам – 16,2 миллиарда рублей. Российская финансовая помощь – 3,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 530 миллионов рублей. Отчет был единогласно принят членами правительства. Объем поступлений собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия в 2024 году составил 12 миллиардов рублей, что на 2,2 миллиарда рублей больше поступлений 2023 года. Темп роста составил 22%. В структуре доходов государственного бюджета Республики Абхазия налоговые доходы составили 9,5 миллиардов рублей или 60% от общего объема поступлений. Неналоговые доходы составили 13,5% от общего объема поступлений, соответственно, безвозмездные поступления 26%. ИО министра энергетики и транспорта Джинсух Нанба представил правки в постановление Кабинета министров от 2023 года об утверждении порядка формирования и применения ставок сборов в аэропортах. Как отметил Нанба, в постановление внесен отдельный блок норм, которые будут регулировать аэронавигационные сборы. Речь идет о введении сбора за аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения. Соответственно, все необходимые нормы, регулирующие процедуру, порядок, они все прописаны в данном проекте.
ИО министра экономики Кристина Азган представила членам правительства ведомственную краткосрочную целевую программу по поддержке малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год. Изначальная сумма, выделенная на господдержку среднего и малого бизнеса, составляла 100 миллионов рублей. Однако в республиканском бюджете, принятом на прошедшей сессии парламента, сумма была увеличена вдвое. Кабинет министров утвердил объем финансирования программы в размере 200 миллионов рублей. Принять участие в программе господдержки могут юридические лица и предприниматели, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей. Это могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, не имеющие задолженность перед бюджетом и не имеющие задолженность за коммунальные услуги. Предельный объем государственного финансового содействия на одного участника программы составляет 800 тысяч рублей, из которых, значит, 80% предоставляется субсидия от государства, 20% инициатор проекта софинансирует самостоятельно. Члены правительства утвердили ведомственную краткосрочную целевую программу развития сельского хозяйства на 2025 год. ИО министра сельского хозяйства Беслан Джопо отметил, что на программу господдержки будет выделено 150 миллионов рублей. Но программа претерпела в этом году небольшие изменения. Развитие растениеводства, лимит на один проект от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Также это было сделано и по созданию развития производственно-технической базы, это имеется в виду переработка сельхозпродуктов. Брали ограничения, было до 10 миллионов ограничений, сейчас его мы до 5-6, это у нас максимум было за все эти 4 года. Но есть сельскохозяйственная техника, лимит на один проект мы увеличили до 1 миллиона 600 тысяч. Отчет о выполнении государственной целевой программы жилища на 2023-2025 годы представил членам правительства ИО министра социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба. ИО главы правительства Владимир Делба сообщил, что целевую программу могут продлить еще на 3 года. По словам Делба, Кабинет министров обратится с такой инициативой к главе государства. Всего на реализацию программы предусмотрено 180 миллионов рублей, то есть 60 миллионов на 1 год. За 2024 год было рассмотрено 88 заявлений претендентов на участие. Было принято 62 положительных решения на общую сумму 60 миллионов рублей. Из них в течение 2024 года приобрели жилье 46 претендентов. В рамках программы развития демографии в 2024 году было рассмотрено 1047 заявлений. Об этом сообщил Руслан Аджба, представляя итоговый отчет о реализации межведомственной программы, сумма финансирования которой за минувший год составила более 112 миллионов рублей. Размер выплаты составляет на 1, 2, 3 100 тысяч рублей, на 4 и последующего 200 тысяч рублей. В течение 2024 года было подано 1047 заявлений. Ведомственную целевую программу по медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2025 год представил руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия. Цель программы – реабилитация инвалидов ОВНА, помощь в их интеграции, а также обеспечение республиканского реабилитационного центра необходимыми расходными материалами. На 2025 год объем финансирования в республиканском бюджете предусмотрен в размере 6 миллионов рублей. В прошлом году, в 2024 году, это было 3,5 миллиона рублей. Будет осуществлено на территории центра, будет дорабатываться база данных, в том числе персональные карточки здоровья. Будут централизованно приобретаться расходные материалы, будут изготавливаться протезы для наших инвалидов. Все это также будет бесплатно.
Также члены правительства приняли проект восстановления направления остатков средств республиканского бюджета на январь 2005 года и еще ряд целевых программ, в том числе программы по оказанию помощи больным со злокачественными новообразованиями и обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями беременных и рожениц. Рада Чачава, Торника Амичба, Абаза ТВ. С требованием публичного обращения в соответствующие органы Российской Федерации с просьбой разъяснения, по каким принципам граждан Республики Абхазия и Российской Федерации, лиц, имеющих двойное гражданство Абхазии и России, подвергают санкциям и давлению, что выражается в депортации из РФ и лишении гражданства, обращается к министру иностранных дел Республики Абхазия Сергею Шамбо Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА. В обращении также отмечается: обращаясь к вам, хотим напомнить, что функциональные обязанности Министерства иностранных дел Республики Абхазия – это представление нашей страны на международной арене, а также защита интересов и прав граждан Республики Абхазия. Однако ввиду последних событий, таких как лишение гражданства Российской Федерации, граждан Республики Абхазия, депортации граждан, показывают, насколько Министерство иностранных дел Абхазии не способно защитить своих граждан и отмалчивается. Конец цитаты. 71 село в Абхазии получит от России средства на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Программа реализуется Фондом президентских инициатив по решению президента Владимира Путина. Общая сумма финансирования составит 66 миллионов рублей. По решению экспертного совета, заседание которого прошло 13 марта в Музее Победы на Поклонной горе, поддержку получат Гудаутский район – 20 сел, далее Чемчирский район – 16 сел, Тхуарчалский район – 11 сел, Галский район – 10 сел, Гагарский район – 9 сел, Гулрыбский район – 3 села, Сухумский район – 2 села. Средства получат в ближайшее время. Ключевое условие поддержки: в благоустройстве должны принимать активное участие местные жители. Примерно в каждом третьем проекте инициаторы планируют привлечь дополнительные средства, источники – местный бизнес и вложения самих сельчан, помимо их добровольного труда. Минэкономразвития России отменила рекомендацию участникам туристического рынка не продавать туры, связанные с посещением Абхазии. Министерство отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии, говорится в сообщении. МИД России отменил рекомендации российским гражданам воздерживаться от поездок в Абхазию с учетом стабилизации ситуации в этой стране. 15 ноября 2024 МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, в связи с внутриполитическим кризисом. Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов. С учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российского внешнеполитического ведомства. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям, заявили в МИД Российской Федерации. Министерство иностранных дел Республики Абхазия благодарит Министерство иностранных дел Российской Федерации и обращает внимание граждан Российской Федерации, планирующих посетить Абхазию в летний курортный сезон, на то, что политическая и общественная ситуация в республике спокойная, все органы государственной власти выполняют свои функции в штатном режиме, никаких оснований для беспокойства и рисков для безопасности туристов нет, говорится в заявлении МИД Абхазии. Между тем, грузинские власти намерены добиваться запрета Международной организации гражданской авиации ИКАО на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухум, заявили в агентстве гражданской авиации Грузии. Эксплуатация Сухумского аэропорта является незаконной, а иностранная авиакомпания, выполняющая рейс в Абхазию, цитата, нарушит основные и основополагающие принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, считает агентство. В комментарии отмечается, что Грузия пользуется безоговорочной поддержкой со стороны ИКАО.
Союз писателей Абхазии с глубоким прискорбием извещает о смерти писателя Константина Гердова, Соловьева, и выражает соболезнования родным и близким. Русский писатель, прозаик Константин Николаевич Гердов, Соловьев являлся членом Союза российских писателей, Союза писателей Абхазии, Союза писателей Крыма, почетным членом Русского пен-центра и Всемирной ассоциации писателей. В памяти друга Союз журналистов Абхазии провел круглый стол, посвященный 65-летию со дня рождения заслуженного журналиста республики Даура Энепшба. 16 марта заслуженному журналисту Абхазии, ветерану Отечественной войны народа Абхазии, награжденному медалью за отвагу, кавалеру ордена Акцепша 3-й степени Дауру Энепшба, исполнилось бы 65 лет. В Музее боевой славы имени Ардзенба Союз журналистов организовал встречу его коллег, друзей. Присутствующие поделились воспоминаниями о журналисте, который скончался 20 января 2025 года. Репортаж Фаины Матуа в рубрике «Амшахтес» смотрите в нашем воскресном эфире. Люди и даты. 95 лет назад, 14 марта 1930 года, родился народный артист Абхазии, театральный режиссер, заслуженный деятель культуры и искусства Абхазской ССР, член Союза журналистов СССР Хута Джопо. Он внес значительный вклад в становление и популяризацию жанра национальной сатиры и юмора. Вместе с такими известными и талантливыми актерами, как Амиран Тания, Мажара Зухба, Сергей Сакания, Вячеслав Облотия, Чинчор Джения, он играл в театре сатиры и юмора «Черри Рама». За большие заслуги в развитии театрального искусства в 2011 году Хута Джопо был удостоен ордена Акцепша 3-й степени. Народный артист ушел из жизни 15 октября 2012 года. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите проект из архива Абаза ТВ «Время и мысли» Хута Джопо. 16 марта свой юбилей будет праздновать государственный и общественный деятель, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба. В нашем воскресном эфире смотрите проект «Биографический салон» с участием Нателлы Акаба. Трагические вести с дорог республики. Двухлетний мальчик погиб в результате ДТП в Гагрском районе. Водитель «Фольксвагена», совершая разворот, не уступил дорогу едущему по встречной полосе автомобилю, рассказал Апснепресс начальник управления ГАИ МВД Дамей Авицба. В результате столкновения машину откинуло. Она совершила наезд на женщину и ребенка, которые стояли у магазина. Ребенок скончался на месте, а его мать в тяжелом состоянии доставлена в ЦРБ Гагры, сказал Авицба. Подробности произошедшего выясняются. ДТП со смертельным исходом произошло 14 марта в Ачимчирском районе. Погиб водитель 1977 года рождения, житель Ачимчирского района, управлявший автомобилем марки Toyota Camry. Водитель «Тойоты», нарушив правила дорожного движения, выехал на главную дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем BMW X5, сообщил Апснепресс начальник УГАИ МВД Дамей Авицба. Водитель внедорожника доставлен в Ачимчирскую ЦРБ. Отпуск нефтепродуктов на заправках «Азид» будет приостановлен в ближайшие дни. Причиной стала приостановка отгрузки топлива от 20 февраля 2025 года и невозможность его приобретения в Абхазии по независящим от компании обстоятельствам, говорится в сообщении. Продажа топлива корпоративным клиентам по картам «Азид» будет осуществляться до 31 марта на заправках в районе Маяка в Сухуме, Гагре и селе Лахны Гудаутского района. Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками. Плановый рейд в акватории Сухума и Ачимчиры провели сотрудники ГИМС МЧС Абхазии. Они проверяли наличие разрешительных документов, техсостояние и соблюдение правил безопасного судовождения маломерных судов, включая рыболовецкие, сообщили в пресс-службе МЧС. Проверка нарушений не выявила, но на некоторых судах не было спасательных жилетов. Владельцам вынесли предупреждение. В связи с участившимися лесными пожарами в Сухумском районе сегодня в экстренном порядке состоялась встреча представителей МЧС с главой администрации Сухумского района и начальником Сухумского РУВД. Участники обсудили вопросы взаимодействия с главами населенных пунктов и участковыми милиционерами для информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности. На встрече было отмечено, что в населенных пунктах Сухумского района нет пожарных гидрантов. Глава администрации района Алхаз Читанава пообещал принять соответствующие меры. За нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем в лесных массивах граждане будут привлекаться к административной ответственности. В
В Сухуми по улице Воронова начались работы по сезонной обрезке разросшихся платанов. О том, почему необходимо периодически проводить подобную обрезку больших деревьев и какие службы работают на месте, в материале пресс-службы столичной администрации. Рабочие муниципального управления благоустройства администрации города Сухум приступили к глубокой обрезке платанов. Время сезонной обрезки было согласовано с экологами. Платан – быстро разрастающееся дерево и уже через несколько месяцев обретет новую листву. Как отметил заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, для служб, занимающихся благоустройством столицы, разросшиеся деревья вдоль дороги – это всегда повод изучить их более пристально, по избежанию чрезвычайных ситуаций. Для администрации города Сухум после разрешения экологов мы начали обрезку платана. Платан, вы знаете, это не особо капризное дерево. В прошлом году мы не успели завершить эти работы. Деревья очень быстро обрастают, стволы очень длинные. Вы видите, при хорошем ветре они падают, могут разрушить дом, могут на автомобильный транспорт упасть. И листья, которые падают, они попадают в ливневую систему, и все там нарушается у нас. И я думаю, что в установленные сроки мы все эти мероприятия, все эти дела, то, что наметили, закончим в сроки вовремя. На части улицы Воронова прошлой весной провели глубокую обрезку платанов. И эти деревья уже покрылись листвой. Тогда процесс обрезки был отложен. Сейчас приступили к работам. Как отмечают экологи, периодическая обрезка разросшихся деревьев вдоль дорог в городской черте в практике хозяйствующих служб. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Стартует прием заявок на международный конкурс рисунков «Грани творчества». К участию в нем приглашаются обучающиеся в образовательных учреждениях и учреждениях СПО в возрасте от 7 до 17 лет из Абхазии, чьи рисунки смогут вдохновить сотни людей, показав, как важно дружить, поддерживать и понимать друг друга. Направить творческую работу можно в рамках 2 номинаций: рисунки для нанесения на стену здания в формате мурала и рисунки для нанесения на корпус поезда. Работы принимаются в любой художественной технике, в том числе с использованием компьютерной графики. Рисунок должен быть авторским и ранее не участвовавшим в других конкурсах. Прием работ продлится до 17 марта. 3 апреля в Абхазской государственной филармонии состоится концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» с участием народной артистки Абхазии Нинель Бжания и заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авицба в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством главного дирижера и народного артиста Абхазии Давида Терзян. В программе концерта «Пиано-дуо» представлен музыкальный калейдоскоп из сочинений разных жанров и эпох. Артисты исполнят великие творения композиторов-классиков и концертные обработки современных произведений. Гости вечера услышат композиции Альбинони, Бизе, Рахманинова, Прокофьева, Римского, Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Дженкинса и других. Новости глянца. Фотографии абхазского автора Эльзы Чанба опубликованы сразу в 2 мировых изданиях. В февральском выпуске миланского «Квадро» журнала о стиле жизни, где рассказываются истории людей со всего мира, и в февральском выпуске «Артелс» мужского фотожурнала, в котором представлены истории о красоте, моде, изобразительном искусстве, портрете и концептуальности. О спорте. Нестор Цужба стал серебряным призером в одиночном и смешанном разрядах турнира первенства Кемеровской области Кузбасса по теннису в возрастной категории до 15 лет. Соревнования проходили в городе Кемерово с 7 по 14 марта. Нестор тренируется в Академии Александра Островского под руководством Александра Мальцева, является воспитанником мастера спорта Абхазии по теннису Елизабет Акуция. Сейчас о погоде. В выходные дни 15 и 16 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление пониженное, ветер слабый умеренный, температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 9 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 40 до 60%.
На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.